Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что произойдет, что поменяется, что случится со дня на день. Смотреть я буду на 3 дня. На сегодня, завтра и послезавтра. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свои основные события. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, смотрите, у вас тут ангелочек вышел. Ай, какая красота! Ангелочек. Я прям с этого фрагмента и начну. Ангелочек с правой стороны обещает вам защиту, обещает вам помощь, обещает вам то, что ваши просьбы, ваши желания, либо ваши потребности, они не только будут услышаны, но и исполнены. Это первый момент. Также ангелочек может отыграться в виде доброго человека, который постучит в вашу жизнь, войдет в вашу жизнь и поможет, поддержит, я не знаю, что-то расскажет, объяснит. Вот как за руку возьмет и по жизни вас поведет, проведет. Также по ангелочкам очень часто проигрываются дни рождения. И если, мои хорошие зрители, у вас день рождения в ближайшие 3 дня, я искренне от всей души вас поздравляю. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия. И пусть все ваши мечты и все ваши желания обязательно как можно скорее исполнятся. И все будет у вас просто конфетно и шоколадно в жизни. Да будет так. Так, ну прекрасная картиночка. Я за вас спокойна. Если выходит вот такой вот красивый ангел в отсыпке, говорит о том, что человек будет под защитой. Не только тот, кто смотрит, но и все его любимые, близкие люди. Вот кого вы любите, за кого вы переживаете. Благодать, да? Одним словом, благодать придет в вашу жизнь. Пусть мы смотрим на короткий срок, но я вам искренне желаю, чтобы это было как можно дольше. А лучше до конца, как говорится. Да, вот где бы вы ни были, что бы вы ни делали, кем бы вы ни были, пусть этот ангел всегда будет с вами. Пусть идет впереди и расчищает, разгоняет тьму, чтобы она вас не коснулась. Так, давайте теперь спустимся вниз. Внизу у вас тут грусть-печалька вышла, либо вы в таком состоянии, грусть-печалька, из-за кого-то, сразу говорю, из-за кого-то, вот кто-то себя так поведет, либо поступит с вами, что вы немножко так прям взгрустнете и скажете: фух, нехорошо, нехорошо, так человек поступает. Но, смотрите, человек прям вину свою почувствует, посмотрит, что вы грустите и скажет: ох, что ж я за свинота такая полосатая. Подумает и что-то сделает, предпримет, скажет, да, как-то себя поведет уже по-другому. Вы ничего не говорите, у вас просто реакция, да, глазки грустные стали, руки опустились, вы так раз отошли, да, глаза потупили. И для человека это будет ярче и громче, чем любые слова, чем любые крики. Да, ваша реакция, то, что вы показываете. И тот, кто вас, как говорится, огорчил, буквально тут же вас и порадует, тут же поднимет вам настроение. Так что, мои хорошие, язык взглядов, да, язык жестов, он иногда более эффективнее, либо громче, либо яснее, чем любые громкие слова. Так что печалька превратится в радость. Так, дальше, смотрите, тяжелая ноша. Тяжелая ноша, прям тяжело, вы несете, с последних сил несете, ругаетесь, сами на себя ругаетесь, на судьбу ругаетесь. Вам все время кажется, что вы вот-вот упадете. Ну вот не хватает сил, чисто физически не выношу. Значит, мои хорошие, не переживайте, не волнуйтесь. Во-первых, дойдете. Во-вторых, донесете. А в-третьих, я вам скажу так, вы себя заставите уважать.
уважать. Здесь ни один человек на поклон придет, и ни один человек вас закомплиментит. Что бы вы там ни несли. Кто-то в прямом смысле слова будет тянуть какие-то тяжелые грузы, а кто-то решает чужие проблемы, да, какие-то заботы. Донесете, и вам это еще зачтется, обязательно зачтется. Вы благодарность получите, благодарность. И это не про слова только. Здесь могут действительно вам повышенную зарплату заплатить, премию выплатить. Здесь могут подарок вам сделать, да, если это близкие какие-то люди. То есть вы кому-то помогли, вам в ответ помогут. То есть это благодарная ноша, да, благодарная. Вы ее несете, и за это вам обязательно воздастся. Так что не переживайте, вы дойдете. Вы очень сильный человек. Конечно, не стоит так надрываться там, ежедневно, но тем не менее вы очень сильный и выносливый человек. На вас равняться будут, вас пример будут ставить. То есть, в принципе, здесь заслуженный момент, заслуженный, но тяжелый. Так, в правой стороне у вас какое-то странное то ли строение, то ли здание, какой-то странной, как шарообразной формы, может быть, там крыша какая-то, вот как купол, может быть, какой-то, ну, как шарик что-то, шарик стеклянный, либо это из чего-то сделано, из какого-то материала. Вот вам туда надо, вам туда, и вы туда пойдете, и там вас будут принимать. Вам что-то нужно будет там доказать, объяснить, может быть, какие-то разъяснения дать, либо свою версию событий рассказать. И вы знаете, вы там будете приняты, и приняты на ура. То есть вас услышат, к вам прислушаются, и вам поверят, что самое главное. Вам поверят. Так что смело идите, ни за что не переживайте, будьте естественны. Вот такой еще совет идет. Да? И тогда все сложится просто благополучно, замечательно и в плюсовом значении для вас. Так, левая сторона. Здесь какое-то существо странное такое, знаете, свинообразное. Ну, это какое-то свинство, либо человек вот так себя ведет, как поросенок. Либо заубирать за этим человеком будете. Ну, в прямом смысле слова, да, вот близкий человек насвинячил. А вы пришли, думаете, ах ты, пылесос в руки, да, либо там веник, тряпку, и давай убирать. Ну, обычно так поступают кто? Мужчины, да, и дети. Вот, насвинячит, вам кто-то насвинячит. И также это может быть на работе, когда, например, нерадивый коллега, либо глупый начальник вот что-то там накуролесит, наделает, а вам придется вот прям подтирать, убирать, наводить порядок. И также может отыграться свинское отношение к вам со стороны друга, товарища, подруги, ну и даже родственника. То есть, когда этому человеку надо, так он прям душу вымет. Вот мне надо и все. А когда вам понадобится, либо человек там пообещал, да, а потом попой повернулся и скажет, ну что, у меня своя жизнь, у меня свои задачи. Вот не могу, да, не могу. Передумала. То обещала, а то передумала. Это, конечно, неприятно, но я скажу так, скорее всего, ожидаемо. Где-то на подкорочке, где-то вот, знаете, на подсознании вы что-то такое предчувствовали, либо будете предчувствовать. Кстати, верьте своим предчувствиям, верьте своей интуиции, она вас никогда не подводит. Вы, правда, редко почему-то к ней прислушиваетесь, но тут, знаете, как 100 из 100, да? 100 из 100. Вот. И в очередной раз убедитесь, что ваша интуиция вас не обманывала, да? Что ваши предчувствия все оправдались. Кому-то, кстати, сон в руку приснится. Вот лошадка приснится, либо свинья приснится, либо какашки приснятся. Вот оно. Ну что? Что есть, то есть. Да, неприятно, но это все вы переживете. Делайте, главное, правильные выводы. И не наступайте больше на эти грабли. Так, а то вот больно бьют, все-таки больно. Обидненько, даже не больно, а обидненько будет. Так, в следующем моменте здесь какая-то парочка, между ними как молния бьет. Ну, кто-то разругается. Могут поругаться ваши дети, могут поругаться ваши родственники, могут поругаться
между собой, например, ваши коллеги. Ну, какая-то странная ситуация, но вам почему-то будет обидно, что люди поругались. Обидно. Захочется помирить. Но вы, пожалуйста, воздержитесь. Пока особенно еще вот это вот накал страстей, пусть пройдет пару дней. Да, пусть пройдет там 3-4 дня, а лучше 5. Да, а потом уже мирите этих людей. Не надо форсировать события, иначе результат будет негативный. Люди еще больше разругаются. А пусть чуть-чуть поостынут, там ситуация поменяется, а потом сами и помирятся. Не воспринимайте так остро чужие ссоры. Не надо, ни к чему. Так, здесь какая-то женщина с левой стороны, которая выдает себя, ну, типа за добрую фею. А по факту она такая, знаете, злобная, назойливая, навозная муха. Вас от этой женщины либо тошнить будет, либо, в принципе, вас от этой женщины тошнит. Вот вы ее видите насквозь. Такая показушница. Ну просто клейма негде ставить. И вот идет ситуация, где вы окажетесь с этой женщиной прям совсем рядом. И в очередной раз вас будет тошнить, либо просто стошнит от этой женщины. Значит, мои хорошие, то, что она навозная муха, тут все знают, это ни для кого не секрет. То, что она такая показушница, тоже все знают. Просто люди, ну, позволяют ей играть в эту игру. Вот и все. Все знают, чего она стоит. Поэтому не нервируйтесь. Пусть делает, что хочет. Все равно каждому свое воздастся. А вы на нее не реагируете. Знаете, она даже вас специально может провоцировать. Она как-то с вами конкурирует, либо она считает вас своей конкуренткой. И вот ей прям очень хочется всем показать, какая вы вот грубиянка, какая вы невоспитанная. Махните на нее рукой. Махните. Вот прям представьте, что ее не существует. Поверьте, она беситься будет. Сделает ошибку, и все будут над ней смеяться. Ну так вот. А если вы будете реагировать, то она прям будет тыкать вас пальцем. Говорит: смотрите, какая грубая, смотрите, какая она, да? Меня, бедную, Божье создание, обидела. Фу, какая гадость. Не трогайте, как там говорят, не трогай какашку, вонять не будет. Вот в ее случае это прям идеальное описание. Идеальная. Ничего, придет время, вот этот нимб с нее спадет, вот эти белые одеяния с нее спадут. Все поймут, что она навозная муха. И все будут об этом говорить, и все будут ее стыдить. Время ее конечно. То, что она сейчас там себя возомнила, это скоро закончится. Не в ближайшие, конечно, 3 дня, но в ближайшем обозримом будущем. Это уже точно. У нее уже, видите, крылья подгорают. Так, дальше идем. Девушки, женщины, что у вас тут за обожатель такой? Какой-то мужчина прям обожает вас, надышаться вами не может. Прям бедненький, я не знаю, из трусишек выпрыгивает. То ли он пристает к вам, то ли он станет к вам приставать. Ну, прям уже себя сдержать не может. Да. У мужчины крышу рвет, девочки, от вас крышу рвет. Вот по-другому и не скажешь. Да, как бы звучит, может быть, приятно для кого-то, но, девчонки, мужчина в порыве страстей и желаний может быть даже и опасен. Вот имейте в виду, не оставайтесь с ним наедине, если не хотите, большой страстной любви. Если хотите немножко этот момент отсрочить, тогда не оставайтесь наедине. Он, правда, уже себя просто не контролирует. А у кого-то из девчонок, например, муж работает в дальнобой, либо где-то на вахте. И вот он едет, девочки, едет, у него в голове только одно желание. Вас в охапку и, сами понимаете, да, в постельку. Да. Здесь мужчина с ума сходит по вам. Любит, желает. Да, жаркие деньки вас ждут, девочки, жаркие. Так, ну а если с мужчиной с этим вы просто общаетесь и ничего серьезного, здесь надо что-то вот прям предпринять, потому что он уже собой не владеет в прямом смысле слова. Вас тут песок предупреждает. Да? Надо как-то охладить его пыл в вашу сторону. Так, в следующем моменте закрытая дверь.
сожалению, где-то вам придется повстречать закрытую дверь. Дверь закрыта не для вас, а она в принципе закрыта. Для всех она закрыта. Может быть, у вас какие-то планы, может быть, вам куда-то нужно пойти, какое-то место посетить. Вы придете, как говорится, поцелуете замок. Смотрите, чтобы этого не было, перед тем, как куда-то идти, не забудьте связаться с этой организацией, либо с этим учреждением и спросить график вашей работы. Работаете ли вы в эти дни, в эти часы? Да? Я могу ли подойти к такому-то времени, чтобы не пришлось целовать вам замки? Заранее, ребятки, заранее прозваниваем, заранее узнаем. Не надо надеяться, что вот год назад я ездила, было открыто, значит и сейчас будет открыто. Может быть закрыто. Чтобы зря ножки вы не били, чтобы не расстраивались, лучше заранее прозванивать, либо, не знаю, на сайте посмотреть, если есть у этой организации сайт. Потому что дверь закрыта, реально, она закрыта. В следующем моменте какая-то критика идет. Критика, причем на пустом месте. Чьи-то интересы вы задеваете, мои хорошие, чьи-то интересы. Это и в семье может быть, и на работе может быть, да и где угодно может быть. Чьи-то интересы вы задеваете. Кому-то вы, грубо говоря, дорогу перешли. И человек ничего умного не придумает, а будет вас критиковать. Вот именно критиковать. Все вы неправильно думаете, все вы неправильно делаете, вообще неправильно живете, неправильно дышите. А вы так думаете, а с чего это? А что случилось, да? А что происходит? А это именно дорогу вы перешли. Человек вас банально боится, побаивается, понимает, что вы умнее, что вы лучше. Там, да? Конкуренция, да, конкуренция. Мои хорошие. Но дуракам закон не писан, Господи, что перед каждым оправдываться, но оно того не стоит. Вот столкнетесь, понимаете, что здесь именно конкуренция. Да, вас видят конкурентку, либо конкурента. Так, дороги у вас открытые, широкие. Это очень хороший знак. В принципе, никаких тут, слава богу, проблем я не вижу. Дорог не так много, кстати. Да, ножки ваши отдохнут. Еще какое-то приглашение. Смотрите, либо к вам кто-то будет напрашиваться, либо вас куда-то будут звать. Но, скорее всего, вы кому-то идти не согласитесь, а у себя, возможно, гостей примете. То есть так может отыграться. У кого-то, кстати, здесь еще и уборочка, генеральная уборочка, либо, может быть, что-то вы будете прям в глобальном масштабе делать. Там большая стирка, большая уборка, что-то намывать, начищать, подготавливать. Большой объем работы, который вы на себя возьмете, взвалите. Но это все спланировано, это не случайно. Да, это все спланировано, в принципе, вы понимаете, отдаете себе отчет, чего вам будет это стоить. Устанете, бесспорно. Будете ругаться на все на свете, это тоже бесспорно. Но, тем не менее, свою задачу вы 100% выполните. Как всегда, идеально. Идеально. Вот все, что вы делаете, у вас всегда идеально получается. То у меня работает с людьми. Какой-то очень крутой человечек придет. И щедрый, и заказ вот какой-то у этого человечка. Такой, знаете, прям самый дорогой будет, самый дорогой. Вы уж постарайтесь, уважьте этого человека. Вот представьте, он придет, либо она придет, вашей услугой воспользуется, все понравится, приведет таких же, как он, либо она, да, таких же людей приведет за собой. Здесь какой-то человек такой, знаете, вот под мастью. Человек, может быть, который вращается в каких-то вот кругах, да, как-то к элите ближе находится. У вас благодаря этому человеку может, в принципе, контингент клиентов поменяться, в лучшую сторону. Знаете, побогаче придут, посолидней, и, возможно, вы меньше будете брать клиентов, но при этом больше зарабатывать. Поэтому не отказываем, делаем, стараемся и получаем свои бенефиты в виде новых хороших клиентов, богатых, щедрых, и, конечно же, развиваем свое дело, свой бизнес, либо свои услуги.
Надо постараться. Надо. Кстати, человек может выглядеть абсолютно скромно, но при этом располагать вот такими вот возможностями. С каждым клиентом будьте внимательны, старайтесь, ну, чего мне вас тут учить, я думаю, что вы и сами знаете, что делать. Но вот прям в ближайшие дни такой человечек крутой ожидается. Так, еще вышел человек, который вам что-то отдает. Отдает, либо предлагает. Но у одних отыграется, что отдает, у других предлагают. Человек, который будет выдавать себя за друга, ну типа я ж твой друг, да, я ж твоя подруга, но при этом это предложение, либо то, что вам отдают, похоже на подачку. Вот типа на тебе, так, смотри, я твой друг, да, либо смотри, я твоя подруга. А там, знаете, там пшик, там ничего нет, это все только оболочка. Ах. Человек хочет как-то к вам, я так понимаю, подмазать, подкатить. Человек, давая вам какие-то мелочи, рассчитывает от вас получить по-крупному. Ну, типа, я же тебе что-то давала, да, я же для тебя что-то делала, теперь и ты что-то для меня сделай, либо что-то дай. Очень хитрый человек. Ну, просто, знаете, лисица. Не человек, а лисица. Вы там проверьте, может, хвост торчит пушистый, рыжий. Очень хитрый человек. А выдает себя за друга, да, либо там за родственника, за приятеля. Вот таких вот проворных товарищей, да, нужно пристыдить, либо нужно вот отворот-поворот. Сказать, зачем мне твои подачки? Мне твои подачки не нужны. Да, я что, себя на улице нашла? Не-не-не, я такое не буду брать. Но это стыдно, да, это позорно такое принимать. Если вы примете, поверьте, человек сразу же воспользуется. Даже в тот же день может к вам прибежать и сказать, ну ты же у меня брала, теперь сделай для меня то, это, 5-е, 10-е. Знаете, там целый этот райдер выкатит перед вами. Поэтому имейте в виду, очень хитрый человек. И, пожалуй, самый важный момент – это ваше желание. Ваше желание, либо ваши ожидания. Но вы все разные, у каждого по-своему отыграется. То есть то, чего вы ждете, то, на что вы надеетесь, и то, за что вы переживаете. А у кого-то это человек, у кого-то это ситуация, у кого-то что-то в разрезе, в процессе. Может быть, работа, да, над чем-то вы работаете, чем-то вы занимаетесь. Здесь напряжение чувствуется. Напряжение начнет спадать. Пойдут первые результаты, либо первые ответы. И это все идет плюсовое. То есть вы понимаете, что вы все делаете правильно, что скоро будет развязка, что вы получите да, что вы именно обретаете, а не теряете. Хороший. Здесь как такие маленькие-маленькие птички прилетят, и вам прям про это напоют, что да, все хорошо. Это как промежуточные результаты. Промежуточных. Их будет несколько, такие крошечные, но очень тепленькие, очень добренькие. И вы прям улыбаетесь и думаете, ой, как хорошо. Так отлегло, да, стресс ушел, сошел с меня. Наконец-таки будете спать, крепко спать, не ворочаться, не суетиться, вот эти мысли какие-то беспокойные уйдут. И идет такое состояние, как, знаете, умиротворения. Хороший момент. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.